Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. Ученые и депутаты обсудили проблему искажения исторических названий в Абхазии, в том числе на экскурсиях и в интернете. Подарок от Нижнего Новгорода. На знаменитой колоннаде в Сухуми завершается монтаж уникальной художественной подсветки. Исполнение социальных обязательств государства, динамику основных выплат и подготовку проекта бюджета фонда на 2027 год премьер-министр Владимир Дылба обсудил с председателем Государственного внебюджетного фонда соцстрахования и охраны труда Бакуром Беби. Глава правительства поручил обеспечить реалистичность планируемых показателей доходов и расходов, а также продолжить мониторинг потребностей в социальных выплатах с учетом инфляционных процессов и внешних факторов. Владимир Дылба также отметил необходимость своевременной подготовки предложения дальнейшей индексации пособий. Показатели фонда за 7 месяцев, они, как и прежде, дают основания говорить, что все социальные выплаты будут обеспечены своевременно. Все социальные обязательства, взятые перед нашими гражданами, они будут выполнены. Поэтому работу в этом направлении не стоит прекращать, надо, наоборот, совершенствовать ее. Законодательные акты в Республике Абхазия, которые подчеркивают особую роль государства в принятии обязательств по оказанию социальной поддержки населения, в том числе через такие фонды, как Фонд социального страхования и охраны труда, обязательно необходимо продолжать искать возможность увеличения по таким обязательствам выплат. Это касается как и тех видов социальных пособий, которые осуществляются через Фонд социального страхования и охраны труда, так и других социально значимых проектов. Поэтому при подготовке бюджета на 2027 год я прошу вас внимательно отнестись к таким расходам, сделать предложение, сначала проанализировать возможности. Еще раз подчеркну, чтобы формирование прежде всего всех показателей как доходов, так и расходов бюджета, они были реалистичны. Меры по оказанию государственной поддержки, они изложены в многих законах. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание в том числе и на закон, недавно принятый о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии. Там можно посмотреть, какие меры поддержки через фонд соцстраха можно осуществить, если, к примеру, ветеран является работником и работодатель осуществляет отчисление в фонд социального страхования. Дополнительная мера поддержки, конечно, будет кстати и вовремя. На самом деле мы уже с 2024 года 3-й раз индексируем, самый большой по объему и по количеству получателей вид социального пособия — это пособие при рождении ребенка, родители которых работают. Здесь выплаты, совершенно правильно вы напомнили, они осуществлялись в 2024 году в размере 28 тысяч, с 2026 года 35 тысяч с 1 января и с 1 мая текущего года 42 тысячи рублей. Здесь тоже хотел бы, чтобы вы постоянно вели мониторинг за состоянием, если вдруг уровень необходимо будет индексировать, чтобы вы готовили своевременные предложения. И, естественно, ежемесячно определять потребность с учетом инфляционных процессов, с учетом внешних факторов. Обязательно на это надо обращать внимание. Фонд социального страхования — очень действенный инструмент и является важным ключевым звеном в системе органов государственного управления, который обеспечивает реализацию социальной политики. Все виды социальных пособий, которые сегодня финансирует фонд соцстраха, их размер должен динамично индексироваться с учетом обстоятельств, в которых мы живем. Потому что, как вы в своем докладе отметили, фонд оплаты труда растет, соответственно, мы тоже должны и размеры социальных пособий повышать. Еще раз напомню, что такая задача стоит в послании президента Народному собранию, и мы, естественно, будем придерживаться этому направлению. Поэтому, опираясь на те показатели, которые сегодня есть за 7 месяцев по всем видам поступлений, а также по всем видам расходов социальных пособий, нам точно дают уверенность, что мы идем
в рост, и будут новые у нас предложения от Фонда соцстраха. Скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ласуря. Ему было 101 год. Ласуря ушел на фронт добровольцем. Служил телефонистом 802-го стрелкового полка 414-й стрелковой дивизии в Закавказском военном округе. Вместе со служивцами Ласуря дошел до Берлина и оставил надпись на стене Рейхстага. Ветеран был награжден орденом Отечественной войны. К его столетию ему, исходя из места прописки, присвоили звание почетного гражданина Сочи. Президент Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования в связи с кончиной Алексея Ласуря. Алексей Икупович прожил долгую и достойную жизнь. Он прошел тяжелый военный путь, дошел до Берлина и внес свой вклад в великую победу. Его подвиг и всего поколения победителей навсегда останется в нашей памяти. Их мужество, стойкость и преданность Отечеству являются примером для будущих поколений, говорится в соболезновании. Правительство Абхазии выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью видного государственного деятеля, кавалера ордена Вахсабша 2 и 3 степени, заслуженного работника дипломатической службы Республики Абхазия, первого чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации Игоря Муратовича Ахба. Игорь Муратович Ахба внес большой личный вклад в укрепление абхазской государственности, развитие абхазо-российских дипломатических отношений. Светлая память о нем навсегда сохранится в истории Абхазии и в нашей памяти, отмечается в письме соболезнований. Спикер парламента Алаша Ашуба выразил соболезнования родным и близким Игоря Ахба. Его уход – тяжелая, невосполнимая утрата для всего абхазского народа. Вся его деятельность была посвящена становлению и укреплению абхазской дипломатии, защите интересов республики на международной арене. Светлая память об Игоре Муратовиче навсегда останется в наших сердцах и в истории Абхазии, отмечается в соболезновании. Посол Вячеслав Гладков и коллектив посольства России в Абхазии выразили соболезнования в связи с кончиной Игоря Ахба. Многим сотрудникам российского диппредставительства в Абхазии Игорь Муратович известен как высокопрофессиональный дипломат, внесший весомый личный вклад в развитие российско-абхазских отношений, говорится в публикации. Посол России в Таджикистане Семен Григорьев выразил соболезнования в связи со смертью первого посла Абхазии в России Игоря Ахба. В телеграмме, которую Григорьев направил президенту Абхазии Бадре Гунба, он называет Ахба близким, мудрым, искренним другом и старшим братом. Мы вместе прошли с нуля сложный и кропотливый путь создания новых, не имевших прецедента дипломатических миссий. Поддержка Игоря Муратовича в этом деле была неоценимой. Реальный результат этих трудов – эффективно работающее сегодня посольство наших государств в Москве и в Сухуми, отметил Григорьев в тексте соболезнований. Церемония прощания с видным государственным деятелем Игорем Ахба состоится 21 августа в Доме учителя в Сухуме с 10 часов утра. Траурный митинг начнется в 14 часов. С 16 часов траурный митинг и церемония прощания пройдут в родовом селе Игоря Муратовича в селе Ачандара. К другим темам. Сотрудничество между аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Абхазии и благотворительной организацией «Справедливая помощь» доктора Лизы расширяется. В Сухуми состоялась встреча детского омбудсмена Мактины Джинджоля с президентом организации Ольгой Демичевой. Была подтверждена готовность к дальнейшему взаимодействию для организации помощи тяжелобольным детям, которые нуждаются в лечении в федеральных центрах России. Демичева сообщила, что в Москве открылся новый дом милосердия «Справедливая помощь» доктора Лизы, где смогут разместить 24 семьи с тяжелобольными детьми. Она выразила готовность принимать жителей Абхазии в доме милосердия во время прохождения лечения в медучреждениях Москвы. Соглашение о сотрудничестве между фондом, аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия и культурно-благотворительным фондом Ашана было подписано в октябре прошлого года.
правильное оформление полиса ОМС, правильное сопровождение, правильный сбор документов, закрепление за определенной поликлиникой. Ибо у наших граждан с Республики Абхазия с двойным гражданством есть возможность проходить бесплатное лечение, бесплатное сопровождение на территории Российской Федерации в государственных федеральных учреждениях. Но многие об этом не знают, и многие не знают, какой путь пошагово нужно пройти. В этом плане очень много нас консультировали представители этого фонда и детей, которые обращались, подопечные фонда Ашана, и по различным вопросам социального характера. Также сейчас речь уже идет и о возможности проживания сопровождающих лиц детей, которые проходят лечение на территории Российской Федерации. Круглый стол, посвященный проблемам топонимики Абхазии, состоялась в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля. Во встрече приняли участие ученые и депутаты парламента республики. Как отметил директор Абиги Арда Ашуба, случаи искажения исторических названий тех или иных местностей Абхазии встречаются достаточно часто, и проблема существует и в наше время. Многие самостоятельно начинают выдумывать какие-то несуществующие названия истории. Ашуба подчеркнул, что сегодня, когда широко используются современные технологии, большую опасность представляет искаженная информация, которая может негативно сказаться на имидже республики и ее истории. Поэтому работу по восстановлению исконных названий местностей необходимо продолжать. Сухум и Нижний Новгород связывают многолетние побратимские отношения. В рамках обмена опытом нижегородские специалисты делятся с абхазскими коллегами передовыми решениями в сфере архитектурно-художественной подсветки объектов культурного наследия. Так близится к завершению работы по архитектурно-художественной подсветке исторической колоннады. Подсветка будет работать в нескольких режимах. В обычные дни с теплым светом, а в праздничные памятные даты с использованием цветных и динамических сценариев. Все работы будут полностью завершены ко дню признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации. Это станет символическим подарком городу и его жителям. Репортаж Аэлиты Арутюнян. Проект реализуется совместно с городом-побратимом Нижним Новгородом. Историческая колоннада на набережной Сухума – один из главных объектов, где применяется этот опыт. В подарок организовывает подсветку нашей колоннады. Подсветка будет в нескольких режимов, то есть каждодневная с теплым цветом, также праздничная подсветка, которая меняет расцветки и цвета. Работы проводятся нашими коллегами из Нижнего Новгорода, и я думаю, будет очень привлекательное место, будет много фотозон и красивая локация. Совместные проекты реализуются уже второй год. Художественная подсветка исторических объектов и деревьев на набережной – один из самых красивых проектов, отмечает Светлана Пампаева, председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода. Подсветка в целом подчеркивает уникальность архитектурного памятника. Сейчас в основании сооружения со стороны брусчатки монтируют 37 грунтовых водозащищенных светильников. Это финальный этап работ. Работу по колоннаде начали в прошлом году. Подсветили верхний уровень, который состоит из 142 светильников. Далее получили уже некоторые замечания, согласования горожан. И на сегодняшний день завершаем этот этап. Устанавливаем водонепроницаемые светильники уже с основания опор колоннады. И засветится такими сценариями, как теплый, светлый, белый, цветной, динамический. Самое главное, что возможность у администрации города Сухум выбирать любой сценарий. Заказчик работ – агентство по сохранению и развитию городской среды города Нижнего Новгорода. Проект разрабатывался комплексно. Каждый светильник управляем. К примеру, можно будет отдельно подчеркнуть колонны, крышу. Сами светильники, так же как и верх колоннады, они имеют возможность цветодинамического управления. Они
поддерживают там более 16 миллионов оттенков цветов, что, учитывая важность исторического объекта этого, мы можем подобрать единый цветовой образ, несмотря на различия, допустим, в цвете колонн, цвете пьедестала, цвете крыши. То есть мы это сможем благодаря системе управления учесть и показать в наиболее выгодном свете. Общая установленная мощность 3,7 киловатт. Администрации Сухума также передан набор сценариев подсветки и рекомендаций по управлению системой. Подсветка – успешный пример применения нижегородских наработок для сохранения культурного наследия Абхазии. Она создаст комфортную световую среду на набережной в вечернее время. Все работы будут полностью завершены к 26 августа, Дню признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации. Это станет символическим подарком городу и его жителям. Айлита Арутюненко, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. Прокуратура столицы провела проверку по обращению родителя одного из воспитанников детсада АПРА на улице Адлиба. В ходе проверки подтверждены нарушения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, недостатки в работе пищеблока и вентиляции, проблемы с оснащением противопожарной защитой, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние отдельных помещений. По итогам проверки в адрес главы администрации Сухума внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Хореографический ансамбль «Иран» из Южной Осетии приедет в Абхазию на празднование Дня международного признания независимости Абхазии. Артисты представят зрителям симт, горский, хонгай, осетинский перепляс и скифский, сообщает агентство РЕС. Главное выступление состоится 26 августа в Гудауте. В ходе гастролей коллектив даст концерты в Пицунде и Гудауте совместно с детским хореографическим ансамблем «Адац» из Гудауты. Гастроли продолжат творческое сотрудничество коллективов, начатое в прошлом году. И в конце выпуска информация о погоде. По сообщению синоптиков, 21 августа в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами возможен слабый дождь. Днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 25-30 градусов. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.